Ну что, первый спикер рассказывал про то, как культура переживет эту пандемию, как вообще выживет ли она. А у меня такая история немножко идет дальше. Выживем ли мы сами, собственно, после всей этой истории, потому что кроме пандемии, к сожалению, у нас еще есть климатический кризис. И у меня не просто так открыта карта, которую вы сейчас видите. Я сначала расскажу, что я, в принципе, буду рассказывать сегодня. Я расскажу, во-первых, про наш проект, который мы запустили. Это мультимедийный проект «Реакция». Также я отвечу на вопрос, который, мне кажется, в СМИ поднимался весь март и апрель на тему того, что лебеди вернулись в Венецию и вообще воздух очистился. Вот, но начнем мы, наверное, с этой карты. Почему она интересна? Потому что, в принципе, любой человек, который просто интересуется климатом и хочет понять вообще, правда это или нет, есть ли климатический кризис или этого не существует, может ее просто открыть. Такая же карта есть и у нас на сайте. Вбить любую дату, вот в данном случае у меня вчерашняя дата, и просто посмотреть температурные аномалии. Это огромный, на самом деле, пласт информации, пласт даты, который идет в разные года. То есть это действительно адекватное отклонение не от прошлого года, а от целого количества лет с момента начала метеонаблюдений. И вот мы сможем посмотреть прогноз погоды, собственно, в России. И, как вы можете видеть, у нас такая прям серьезная температурная аномалия прямо сейчас, особенно в северной части России, что крайне нетипично. То есть, опять же, мы смотрим северные регионы, и это становится очевидно, что, в общем-то, климатический кризис действительно есть, и если вы еще сравните с предыдущими датами, годами, вы просто увидите, особенно если вы попробуете сделать лет 20 назад или 10 даже 10, и вы просто сделаете такую небольшую нарезку по годам, вы просто увидите, насколько менялся этот цвет, насколько вот этого красноватого, оранжевого не было практически совсем, его было очень мало, и как сейчас, особенно летом, это все очень сильно увеличится. То есть это еще даже не самый такой страшный день, скажем так, бывает все намного хуже. Собственно, к чему это все я говорю? К тому, что климат действительно меняется. Прежде чем говорить вообще про его связь с коронавирусом, помогла ли пандемия очистить воздух и так далее, да, надо понимать саму основу, собственно, что происходит. Такая ли это история, где можно просто, допустим, нам всем сесть дома на пару месяцев и как-то все рассосется. Собственно, первая часть ответа – нет, к сожалению, нет, так не происходит, потому что на самом деле это очень долгий процесс, и разумеется, что климатические изменения случились не сегодня, и если об этом начали говорить еще 1,5 века назад, то, в принципе, если брать сам климатический кризис, когда мы уже считаем, что это, скажем так, когда не возникает вопросов, рук ли это человек или это какие-то естественные процессы, это вот после начала индустриализации, когда это стало супер очевидно. Вот. И сейчас, собственно, да, из-за того, что растет среднегодовая температура планеты, повышается уровень СО2, да, у нас, соответственно, тают ледники, повышается уровень моря, и меняется целая экосистема, потому что планета нагрелась уже на градус, и может показаться, это очень любят скептики говорить, что, боже мой, ну градус, ну это же, ребят, это ерунда. Но на самом деле это примерно идентично тому, как если бы мы с вами нагрелись на 1 градус, да, то есть вроде бы как бы ерунда, но 1 градус меняет глобальный процесс в нашем организме. Соответственно, то же самое происходит и с планетой, то есть это не 1 градус в том смысле, что у вас просто стало теплее в вашем городе на 1 градус, или мы приближаемся медленно к Лондону, в Москве, например, а это именно история того, что меняется, в принципе, сама планета и все на ней. Вот. И вот как пример, у меня тут, что 2019 год в России считается самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и, в принципе, последние, скажем так, в последние десятилетия 6 из 10 лет стали самыми теплыми за всю историю в принципе. Поэтому сейчас, скажем так, мы находимся в той точке климатических изменений, когда, ну, это будет звучать немножечко так жестко, но действительно у нас как бы чуть-чуть последний шанс, потому что сейчас это уже такие процессы, которые видны невооруженным глазом. Собственно, почему, я думаю, во время коронавируса, во время пандемии как-то все очень вспомнили
про климат, потому что это не та история, которая была еще 10 лет назад, когда, естественно, ученые это все говорили, продолжали, это как бы не сегодня началось. Но обычные люди, большинство все-таки считали, что это немножко все нагнетают, да, и на самом деле все нормально. Но сегодня, то есть ты, в принципе, я уверена, что и в Сыктывкаре сейчас такая должна быть странноватая температура этим летом. Я вспоминаю в республике Коми паводки этой весной. Ну, то есть это, в принципе, любой регион можно взять, и мы найдем такие вещи, которые даже не нужно, в принципе, доказывать ученым, и вы их просто видите фактически. Вот. Собственно, и у нас, да, естественно, больше меняется все в северной полярной области, и поскольку у нас больше 60% российских территорий находится в зоне вечной мерзлоты, там, соответственно, случаются очень большие серьезные проблемы с инфраструктурой, у нас тают ледники. Но вот таяние ледников – это одна из самых серьезных проблем, в принципе, в климатическом кризисе, потому что как раз они многое меняют. И главный момент, конечно, который предвосхищает наш разговор про коронакризис, климатический кризис в купе, да, что если брать со стороны власти, государства, что больше всего напрягло, собственно, людей, это то, что это огромные экономические потери. То есть пандемия действительно поставила государство и власть перед выбором, скажем так, поддержать ли людей еще на карантине или уже все-таки нужно запускать производство. Это всегда каждый день был такой вот вопрос, который, мне кажется, решался постоянно в зависимости от того, что показывает статистика. И все-таки момент вот этого экономического спада, да, он очень сильно все равно влияет на, ну, во-первых, на наше банально даже будущее. То есть если даже вакцина найдется, да, конечно же, никому бы не хотелось оказаться в ситуации какой-то грандиозной экономической катастрофы. Но, собственно, чтобы сравнить с климатическим кризисом, я вот поставила пример, что только в 2019 году, когда были просто одни из климатических аномалий, как обычно наблюдались, да, и вот только Минсельхоз, то есть это только сельхозсфера, это только одна сфера, это оценил 9,5 миллиардов рублей ущерб для российских сельхозпользователей. То есть это вот только одна маленькая часть. И просто чтобы понимать, климатический кризис обойдется дороже, это абсолютно точно. И разница с климатическим кризисом лишь та, что он очень медленный, и кажется, что еще как-то нас немножко пронесет. Собственно, да, возвращаясь к коронакризису, да, это вот самый главный мем, наверное, для климатологов и природоохранных организаций, да, что природа настолько очистилась, что вот, но для нас это были скорее мемы про лебедей, которые оказались, и дельфины, которые оказались в Венеции, но оказалось, разумеется, что это неправда. Вот. Поэтому, да, это действительно момент пандемии, особенно первых нескольких месяцев, дал ощущение, что в принципе что-то меняется. Но мое предположение, почему это произошло. Первое – это то, что действительно, опять же, своими глазами, так же, как и климатический кризис, люди увидели, что, допустим, Индия, Китай. В Китае, в котором активное производство, люди увидели чистое небо в какие-то из дней, которые они очень долго не видели, да, то есть это довольно очевидный момент. То же самое произошло в Индии, в одном из регионов. Люди вдруг увидели горизонт, увидели, что у них там гора, они то есть знали, но чаще всего ее не было видно просто из-за смога. То есть произошли изменения, которые мы, опять же, могли просто видеть. И опять же тот момент, что все сидят по домам, да, вдруг небо очищается, машины не ездят, все остановилось, оно дает вот это ощущение, что, в принципе, смотрите, дорогие климатологи, у нас все супер, ну, как бы все хорошо. Вот. И второй момент, мне кажется, что во время пандемии, ну и, в принципе, предыдущий спикер об этом тоже говорил, только про сферу культуры, мы так сильно и неожиданно замедлились, что мы стали думать и оглядываться вокруг, скажем так, чуть больше, чем обычно.
И тема изменения климата, то, что она пришла такому количеству людей в голову сейчас, мне кажется, это как раз вот этот момент, что люди оглядываются, и ты понимаешь вообще, насколько этот мир хрупок, насколько он не так стабилен, как нам казалось, потому что ситуация с пандемией – это вот как называют черными лебедями, это ситуации, которые меняют историческое движение, да, то есть что-то, что никто не предполагал, и что меняет глобальную историю. И вот пандемия как раз одна из таких вещей, то есть ее никто не ожидал, и вдруг казалось, что все, что у нас есть, оно очень хрупкое и не очень однозначное. То есть любые какие-то свободы, даже свобода передвижения, она тоже на самом деле не настолько нам точно дана. Вот. И, в принципе, да, как я тут написала, что пандемия и климатический кризис, они как раз похожи тем, что их очень много кто отрицал, и всякие странные скептические теории, что, да, только в какой-то момент что-то, что другое стало людям очевидно, что это правда есть. Вот. Собственно, пример, да, который я приводила на тему сокращения выбросов. Они, правда, были. То есть действительно выбросы сильно сократились. То есть это, я бы сказала так, если, наверное, нельзя это назвать хорошим кейсом, потому что это пандемия, но, скажем так, это пример того, что мы можем увидеть, что происходит, если мы меняем наш стиль жизни и само производство, как, может быть, оно работает. То есть, допустим, добавлю также, что климатологи не предлагают прекращать производство и давайте жить там в деревне, а климатологи предлагают переходить промышленности на зеленый курс, то есть на зеленые технологии, то есть все точно так же работает, просто к тому, чтобы государства больше думали про то, чтобы было меньше выбросов. Ну и вот, собственно, как вы видите, да, вот в Китае только в феврале, да, выбросы СО2 сократились на 25%. Это было за счет уменьшения числа авиаперелетов прежде всего, спад производства, и, собственно, воздух тогда стал чище, да, что мы можем посмотреть, что, в принципе, в Китае, если это будет продолжаться год, но мы понимаем, что такого год не может быть, чтобы просто все встало, да, но гипотетически, да, что из-за загрязнения воздуха умрет на 50-100 тысяч человек меньше, считают ученые из Осло, прежде всего. Собственно, да, и само сравнение, что от коронавируса вот на вчерашний, сегодняшний день 21 миллион зараженных людей, да, климатический кризис – это вот все, что говорят ученые, к 2060 году, да, это 1,4 миллиарда человек будут как-то затронуты. То есть у нас будет возможность того, что мы все станем климатическими мигрантами. На самом деле это не что-то утопическое. Мне кажется, после коронавируса вообще сложно что-то воспринимать как антиутопия, потому что почти все антиутопические фильмы почти сбылись. Вот. Поэтому, да, уже сейчас климатические мигранты существуют, и сейчас это будет еще активнее, то есть просто к этому времени ожидается, что много кому придется переселяться. И также к концу 21 века мы ожидаем, что 74%, то есть больше половины населения Земли, будут жить в условиях, несовместимых с жизнью жары. Объясню, что это значит. Это значит, что, возможно, такой вариант развития событий, что мы будем жить в вечном карантине. То есть мы будем сидеть дома, либо мы будем находиться в помещениях, которые должны кондиционироваться определенным образом, либо это будут придумываться какие-то истории, как вот некоторые ученые предполагают, какие-то куполы будут строиться, да, там над каким-нибудь городом, участком. Но по факту, если очень просто объяснять, то если ничего не изменится, очень вероятно, что мы не сможем так свободно передвигаться, просто потому что условия за окном у нас не будут это позволять. То есть это будут либо специальные какие-то костюмы, либо вот такие истории, где нужно находиться в помещении, но все идет именно к этому. То есть это не какие-то одни ученые, которые это предположили, а это, в принципе, почти практически все сейчас с этим согласны, что все, собственно, к этому идет. Ну, от вот этих позитивных новостей вернемся все-таки к нашему проекту, который мы продюсировали с командой. Я в 2 словах расскажу вообще про климатический проект Greenpeace. А, Климатом Greenpeace на самом деле довольно давно занимался, просто он был немножко опосредованный не как отдельный проект, да, он входил в какие-то другие проекты, но именно отдельным проектом он стал в этом году, с марта этого года.
И, собственно, главная цель, которая была вот для нашей мультимедийной компании, для всего вообще этого проекта, а, это вот как раз началось ровно перед, кстати, коронавирусом. И главная история это в том, чтобы изменить общественный запрос и изменить общественное мнение насчет климатического кризиса. То есть, если простыми словами, нам наши задачи, которые мы видели, главные объяснить про климат и рассказать про климат так, чтобы это поняла, я не знаю, ваша бабушка, чтобы это понял кто угодно, да, зайдя на сайт или посмотрев сериал наш. И это, на самом деле, не самая простая задача, потому что все-таки это все довольно сложные цифры и так далее. И вот, в общем-то, у нас она, главное, стояла. Но если брать глобальную цель, конечно же, мы бы хотели, чтобы а, у нас также есть зеленая платформа, где мы собираем разные предложения по зеленому выходу из этого коронавируса. А, Предложить государству, ну и, в принципе, предложить, чтобы мы перешли на зеленый путь развития экономики, потому что, ну, как бы на самом деле вариантов не очень много и чуть меньше зависеть от нефти. Вот. Собственно, на чем строилась наша компания? Она строилась на том, что у нас есть 3 проблемы. Первое – это то, что многие считали, что климатический кризис, он нереален. То есть, что его нет, это на самом деле выдумки. И, соответственно, у нас появилась первая буква «Р», то, что он реален, то, что мы хотим доказать, да. А второе – то, что это не имеет отношения к действию людей, соответственно, то, что он нерукотворен. Ну, соответственно, мы меняем второй «Р» на рукотворен. И главный момент, что тут 2 лагеря, где часть людей считает, во-первых, все считают, что его не нужно решать, многие точнее, но первая группа считает, что его не нужно решать, потому что его не существует, вернемся. Это естественные процессы. А вторая группа считает, что уже, в принципе, все уже поздно и ничего от нас не зависит. Поэтому мы все умрем. Вот, поэтому последняя, собственно, буква «Р» – это решаемые. И от этого отсюда у нас появилась именно 3R – реакция. Ну, я прям вкратце расскажу, что мы успели сделать, и перейду на другую презентацию, где я вот расскажу уже подробно про наш сериал и сайт. С момента, как мы запустились, очень интересный момент, что когда мы запускались, было не очень понятно на самом деле, насколько климат сейчас, насколько это, скажем так, придется много усилий затрачивать, чтобы про это рассказывать, интересно ли всем, потому что очень по-разному, кому-то интересно, кому-то меньше. Но как только мы запустились, я должна сказать, что мы увидели какой-то невероятный отклик, как будто бы все этого правда очень ждали, хотя это так не выглядело изначально. И даже когда была петиция наша против как раз ослабления природоохранного законодательства, против за выход, зеленый выход из коронавируса, да, ее подписали буквально меньше, чем за месяц 104 тысячи человек. То есть это на самом деле очень хороший результат, учитывая, что достаточно было даже 100 тысяч подписей. И точно так же тема климата, и в том числе, конечно, с Норильском тоже та катастрофа, которая произошла, она тоже подняла, как бы, привлекла общественное внимание к этой теме, да, то было огромное количество публикаций. И то есть сами СМИ хотели писать об этом, хотели говорить об этом. Также это, кстати, к вопросу о том, очень много кто спрашивает, чем же занимается Greenpeace, да, это, вот, мне кажется, я параллельно еще отвечаю на это, что помимо того, что мы делаем какие-то проекты, да, мультимедийные проекты и так далее, параллельно делается очень много работы, которые не видно, но она даже иногда важнее, потому что, например, те же самые обращения, которые пишут наши эксперты, юристы в госорганы по поводу общенациональных планов и так далее. Вот все эти документы, которые обычному человеку, возможно, не очень понятны, но это на самом деле как раз то самое, что меняет то, что произойдет дальше в России, да, что меняет
то в какую сторону мы пойдем, будет ли дальше наш климатический кризис или нет. Кстати, важный момент, который я забыла упомянуть, что почему России так важно, собственно, включиться в эту историю. Она уже включилась в нее частично, подписав Парижское соглашение, но ученые выяснили, что в России теплеет в 2 раза быстрее, чем в других частях Земли. То есть, соответственно, даже больше, 2,5 раза. То есть, соответственно, если Россия особо не включается в историю того, что мы пытаемся сохранить климат, и мы правда это делаем, да, то, в принципе, скажем так, в полной мере ни у кого не получится это сделать. И, кстати, это тоже, возвращаясь к теме коронавируса, важный момент, который, мне кажется, все увидели и увидели потенциал в том, что это была история, в которой государствам пришлось сплочиться, да, то есть неважно, какого ты либерал, ты консерватор, кто угодно, да, ты США, ты Россия, кто угодно, да, вам придется все равно делать единое дело с едиными правилами, и это в какой-то степени сработало, да. И как раз история с климатическим кризисом, единственное решение – это когда все вместе сплочаются, вместе с государством, с обычными людьми мы что-то меняем. То есть это такая история, без которой очень сложно что-то глобально поменять, если ты, конечно, не Швейцария или Люксембург, вы очень маленькие, можете как-то, скажем так, это не сильно влияет на всех остальных, и то лучше, конечно, поддерживать климат. Вот, поэтому, да, это то, что казалось когда-то не очень реальным. Сейчас понятно, что, в принципе, все возможно, и что государства могут объединиться, если они захотят, если они поймут, насколько это серьезная проблема. Ну, собственно, да, 27 июля мы запустили наш климатический веб-сериал, документальный веб-сериал, который делал мой коллега Илья Тихликиди, и первая медиа о климатическом кризисе «Реакция». У нас он показывается у наших партнеров и на нашем сайте. Вот у нас, в принципе, уже 200 тысяч просмотров. Сейчас перейду к своей основной истории. Да, собственно, сам проект «Хаб» и мобильный сериал. Что важно упомянуть? То, что, да, нам необходимо выйти из наступившего кризиса, да, и вот то, что я говорила про то, что температура уже повысилась на 1 градус, но я не договорила о том, что климатологи, почему они настаивают, и Парижское соглашение настаивает, что нам всем нужно держаться 1,5 градусов, чтобы все повышение температуры было максимум на 1,5 градуса, но в идеале, конечно, ниже, но максимум это 1,5. Потому что после 1,5 градусов совершенно неизвестно, какие будут дальше последствия. То есть ученые с трудом могут вообще даже спрогнозировать, насколько все будет серьезно. То есть то, что это будет серьезно точно, но что именно произойдет, сложно объяснить. И после 4 градусов повышения температуры ученые предполагают, что, в принципе, на этом уже все и закончится. Поэтому, собственно, когда мы, продюсеры проекта, получили такую задачу, мы поняли, на самом деле, насколько это важный момент и насколько, наверное, интересно совпало то, что тут произошла вот эта история с пандемией, да, и сам проект, потому что когда ты это все уже изучаешь, когда ты в это погружаешься, когда ты правда понимаешь, что происходит, ты вдруг понимаешь, что это действительно та информация, которую должен знать каждый. Но по какой-то странной причине, да, до недавнего времени, но она была, может быть, в Европе больше уделяется этому вниманию, но конкретно у нас в России, да, если ты спросишь любого человека на тему климата, он так, чтобы в каких-то подробностях не сможет рассказать. Хотя на самом деле это та история, которая, скорее всего, в ближайшие, вот уже через 10 лет она будет основной и самой влияющей на, в принципе, нашу жизнь, это абсолютно точно. Вот. Ну, собственно, да, это я уже сказала. В чем у нас была, да, задача? Это в том, чтобы закрепить у нашей аудитории понимание этой проблемы, да, на личном уровне, чтобы они готовы были изменить свой лайфстайл, скажем так. И, собственно, наша аудитория, которую мы решили взять, это поколение Y. На самом деле довольно забавный факт, что в итоге, когда наш сериал и «Хаб» вышел, у нас… подождите.
что такое поколение Y, если вдруг кто-то не в курсе? Поколение Y – это аудитория 25-39 лет, то есть это, в принципе, я и много кто из нас. А поколение Z – это не все, это кому меньше 25 лет, но, кажется, это от 15, если я ничего не путаю. Да, собственно, сама молодежь. И забавный факт – это то, что когда мы выпустили сериал, мы как раз ожидали и делали на в основном аудиторию Y как раз. То есть это современные, прогрессивные, взрослые, да, люди, которые любят социальный контент, но которые скептики, им нужна доказательная база, да, что мы не можем просто им что-то веселенькое показать, и как бы нормально. Но в итоге у нас как раз очень интересный момент, что отреагировали очень хорошо поколение Z именно. То есть поколение Z оказалось очень-очень крутыми ребятами, потому что они как раз вот для тех, кто работает с аудиториями, возможно, будет интересно, они оказались очень рефлексирующими. То есть если, допустим, наш возраст, большинство принимает это скорее да, что я могу сделать, да, там, или как-то ты просто это оцениваешь. Ребята младше, они воспринимают это именно эмоционально. Они, правда, если их это затрагивает, они включаются настолько, что они готовы, я не знаю, хоть пойти, я не знаю, стать активистом, хоть что. То есть они, действительно, им это очень все понравилось. Когда они разобрались, у нас был очень хороший отклик именно от зетовцев. Также, что мы, собственно, делали? Да, в основе нашей компании у нас была, собственно, онлайн-ресурс, которым я активно занималась. Это хаб. Очень советую вам всем его посетить. Сейчас я вам даже его покажу. Это, собственно, история, где, вот правда, можно хоть бабушке рассказать, хоть маме, хоть самим понять. Сейчас, секундочку. Вот, выглядит эта история примерно вот так. Немножко такой футуристичная тема. И вы можете тут, собственно, найти и сериалы, и статьи, и кучу-кучу всяких виджетов, где вы можете все посмотреть. Также еще остановлюсь на том, как мы выбирали наших инфлюенсеров. У нас просто наша мультимедийная компания, она, скажем так, нам хотелось сделать ее модной, наверное, не совсем правильно. Скажем так, подать те голоса, которые действительно будут слушать, которые интересны аудитории, и которые сами верят в то, что говорят, и которым верят. И поэтому у нас первый голос, собственно, сериала озвучивала Варвара Шмыкова. Вы наверняка знаете сериал «Чеки», который сейчас все просто обожают, включая меня. И вот Варя как раз стала нашим первым инфлюенсером. Также я бы добавила, что для тех, наверное, кто занимается проектами, мне кажется, это максимально важная история. Скажем так, брать людей, приглашать людей скорее, те, которые правда верят в тему, о которой говорят. Потому что нам это очень помогло, и нам это помогло как раз не только сделать чуть медийнее проекты. Вот у нас теперь каждую серию будут озвучивать разные актеры очень известные. Вот второй эпизод у нас будет озвучивать очень прекрасный молодой человек. Я пока не буду спойлерить, кто это будет. Вот. Но это все максимально медийные люди и максимально кто погружен, скажем так, в эту тему. Вот, поэтому, да, я бы советовала тем, кто занимается этой темой, звать именно таких, как Варя, искренних, прекрасных инфлюенсеров, которые еще и люди сами по себе хорошие. Олесь, у нас остается 11 минут с вами. Давайте немного времени на вопросы есть, вот, потому что вопросы прилетели. И вот давайте, вот если представить, что мы живем в идеальном мире, такая утопия, и могла бы существовать в этом мире такая волшебная таблетка, которая, ну или какое-то идеальное поведение идеальное, которое бы спасло нас от всего вот этой вот проблемы климатической. Вот такая хоп, и все хорошо. Это намного более сложный ответ, чем вопрос. Но, скажем так, если отвечать на него максимально просто, то эта таблетка уже есть. Это называется уменьшение своего углеродного следа. Если мы говорим, если мы сейчас не будем, скажем так, фрустрироваться на тему там, боже, что же делает государство, бизнес, я же такой маленький. Вот если прям действительно, вот что могу сделать лично я, да?
Лично я могу уменьшать свой углеродный след. Что это значит? Это, собственно, значит то, что мы стараемся меньше... Вот все, что мы делали на карантине, это было уменьшение углеродного следа, только это был такой, скажем, вариант максимум, который не обязательно так жить, конечно же, и не нужно. Но это когда вы предпочитаете, например, велосипед машине, если у вас есть такая возможность, когда вы старайтесь меньше путешествовать, ну, когда, опять же, такая возможность к нам вернется, или путешествовать, допустим, меньше летать на самолете, меньше пользоваться личным транспортом, больше общественным, да, то есть, в принципе, российские студенты живут намного, скажем так, вполне отлично в плане углеродного следа. Также это связано с диетой, опять же, потребление мяса, то есть это не только история про вегетарианцев, которым жалко животных, это еще история про то, что сельхозка, она вообще и разведение животных, оно на самом деле практически больше 40% СО2 повышает, то есть это такой очень-очень важный момент, который влияет на климат. То есть если вы даже, допустим, едите мясо раз в неделю, это вы уже, вместо того, чтобы есть там чаще, да, вы уже помогаете хотя бы немножко планете. Но по сути это мелкие такие шаги, которые, в принципе, через какое-то время, если их начнут делать, правда, все поймут, что это важно, они действительно что-то поменяют. Плюс не забывайте тот факт, что кроме, да, вот вы уменьшили свой углеродный след, но когда мы становимся осознаннее, мы еще и требуем больше осознанности от того, что вокруг, да, соответственно, если мы все начинаем следить за собой, то придется следить за собой и государством, и всему миру. Это как бы такой процесс, который просто как цепочка добра, да, так же и тут, это вот кому-то это надо запускать. И, наверное, это вот мы с вами. Вот, Олеся, еще появился один комментарий. Цитирую: «Климатом нужно заниматься, об этом заявляют ученые, можно послушать конференции на TED, но вам не кажется, что в данный момент есть и другие насущные проблемы, такие как загрязнение антибиотиками, о котором говорит ВОЗ еще в 2018 году, что ведет к мутации вирусов, также очень серьезный вопрос о вымирании медоносных пчел, а пчелы опыляют большую часть растений». Вот такой комментарий. Так, тут два вопроса в одном. Я начну, наверное, с пчел. Но тут, наверное, важный момент, что я не совсем эксперт в этой сфере, поэтому я сейчас буду отвечать исключительно как все-таки с климатической стороны и с продюсерской. Скажем так, насколько я знаю, история с пчелами, она напрямую связана, кстати, с климатом, поэтому, в принципе, вообще исчезновение видов, оно очень сильно связано с климатом, намного больше, чем нам кажется. То есть потому что за счет того, что меняется температура на планете, у них меняется ареал обитания, то есть им приходится улетать, уходить в другие зоны, там, где они обычно не жили и не находились. Во-вторых, в принципе, какие-то животные, какие-то насекомые исчезают из-за того, что меняется температура, и, соответственно, запускаются другие процессы. То есть тут такой момент, что это наверняка тоже связано с климатом. И второй вопрос – это то, что есть ли более серьезные проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Безусловно, они есть. И, допустим, если я сейчас буду говорить, что, вы знаете, коронавирус – это ерунда, ребята, что мы все сидим дома и ждем вакцины, вообще это ничего серьезного. Это, конечно же, все серьезно. Мы понимаем, что есть разные задачи, первоочередные и так далее вопросы, но тут просто про климатический кризис просто нужно это воспринять, что это не страшилка, это не вот то, как раньше, возможно, воспринималось, это правда история, которую, почему ее нужно, точнее так, почему ее нужно максимально сейчас начинать хотя бы, потому что это процессы, опять, как я говорила, крайне медленные. То есть то, что мы сейчас делаем, это мы увидим, лет через 10 в лучшем случае, как это повлияло на планету, да, если мы что-то уменьшаем, например, углеродный след. Соответственно, через 10 лет, если мы не уменьшаем выбросы углекислого газа, у нас будет совершенно другая ситуация. То есть если это будет через 10 лет начало всего этого, когда мы решим там и коронавирусную проблему, и все остальные, есть вероятность, то есть, возможно, все еще будет все окей, но, возможно, уже мы мало что сможем сделать, скажем так, потому что в последние года, как я говорила,
все как-то резко начало ускоряться. То есть с момента там 60-х годов, 50-х даже это сначала запускалось медленно, а сейчас это уже какие-то дикие скорости, и поэтому если мы будем смотреть на всю эту историю через какое-то время, возможно, история будет уже другой. Вот и все. И еще вопрос прилетел. История с Гретой Тунберг, школьницей. Насколько эффективно то, что она делает? Тут, наверное, я могу сказать больше от себя, лично от себя, да, потому что я все-таки не могу говорить за весь Greenpeace, какое-то влияние имеет, но она в любом случае сотрудничает с международным Greenpeace Швеции, да, и на самом деле ее активно поддерживают, потому что, наверное, все знают про школьное движение Fridays for Future, которое она основала, где школьники ходят с пикетами каждую пятницу за климат. И у нас, кстати, тоже они есть. Это тоже активная организация, кстати, к которой много студентов, много школьников присоединяются. И вот у нас даже один есть известный Аршак, который стоит на Пушкинской площади каждую пятницу в любую погоду и ненастье. Собственно, Грета Тунберг. Грета, прежде всего, помимо своих самих речей, и на самом деле они очень крутые, банально потому, что она, скажем так, делала вот это вот raise awareness, когда это еще было не совсем в тренде, скажем так, она запустила, по сути, этот тренд. То есть мы можем все что угодно сейчас говорить про Грету, потому что к ней, действительно, я знаю, что неоднозначное отношение, да, то есть есть лагерь диких фанатов и есть лагерь диких антифанатов. Но вы просто вспомните о том, что Грета стала именно тем человеком, который сделал климат вообще темой, которой, скажем так, вне вот этих всех конференций, вне каких-то совещаний ООН, да, закрытых по климату, которые там интересны им самим и людям, которые разбираются в климате, она сделала эту тему, скажем, молодежным языком хайповой. То есть это хорошо, потому что это те темы, которые должны быть такими на самом деле. И, собственно, вот тот же наш проект, который мы делаем, это тоже в ту же сторону, что он хайповый не в том плане, что мы об этом поговорили и разошлись, а в том, что он разойдется шире, о нем узнает больше. И если даже там, допустим, кто-то воспринимает Грету не очень позитивно, она сделала огромный вклад, вот даже если вот убрать все остальное, что, в принципе, можно тоже вспомнить все ее активности, потому что она, правда, крутая. Но вот если взять только банально вот этот факт, что она сделала климат популярным, это очень большой вклад, потому что сейчас это проще намного работа, скажем так, с людьми, с аудиторией, чем она бы была без Греты. А если вот мы говорили про такой негатив на будущее, есть ли какие-то позитивные вообще новости, например, для нашей страны, для России в том состоянии экологическом, в котором она сейчас находится, с тем состоянием? Да, есть, на самом деле, я так сразу неожиданно. Да. На самом деле эти новости, они прежде всего сами перспективы, потому что, скажем так, нам скорее тут нужно, чтобы увидеть позитивные новости, посмотреть немножко на Европу в хорошем ключе, да, потому что они чуть-чуть впереди нас в плане принятия каких-то зеленых решений, поэтому мы можем видеть уже какие-то, скажем так, плюсы этих всех историй. Потому что сейчас прощения. Так, потому Олеся что сейчас вернулась. Евросоюз... Да, слышно? Все слышно, все прекрасно. Да. Сейчас, да, Евросоюз принял, вообще часть стран Европы приняли, скажем так, зеленое направление экономики, и до этого они уже активно развивали ВИА. Да, то есть это зеленые технологии, это меньше использования нефти. И хорошая новость в том, что, в принципе, у них не упала экономика, и вообще особо жизнь не изменилась. Более того, все стало несколько даже проще. Хотя это точно такие же страны, и это как раз дает нам понимание того, что вот наша там та же зависимость от нефти, и вообще вот этот вот наш классический подход к тому стилю жизни, который у нас есть, он на самом деле, в принципе, вполне может быть заменим, мы можем на это посмотреть, и это не будет давать нам какие-то жесткие минусы. То есть на самом деле вы можете видеть меньше загрязненных территорий, меньше историй, как Норильск, да, и так далее. То есть вот это я вижу как главный плюс. И второй главный плюс в плане, если
самой природы. Ну, самой природы, мне кажется, это опять история не про природу, а про то, что делают люди. Это люди, которые сажают лес, это люди, которые едут тушить пожары, это люди, которые сейчас становятся очень осознанными. Мне кажется, в России, особенно молодежь, молодежь, я имею в виду вот этим старческим словом, людей до 25 лет, очень, скажем так, намного активнее, чем были даже, допустим, я вспоминаю себя, 18 лет, мне кажется, такой активности не было. И вот я вспоминаю своих сверстников в тот период времени. Сейчас у нас очень много людей, которые, правда, едут и тушат леса, или едут, сажают леса. И, на мой взгляд, вот именно такая активность — это вот то, что дает надежду на будущее, потому что это не история, где мы боремся с ветряными мельницами, все против, и никому это не интересно. Это история, где мы просто рассказываем чуть больше тем, кто уже и так, в принципе, готов, кому это кажется очень крутой идеей.